От Дальнего Востока до Западной Европы, от Сибири до Индостана. Много веков назад цивилизация номадов простиралась на десятки тысяч километров. Сегодня племена кочевников стали народами, живущими в независимых государствах, но все они сохранили свою исконную культуру выживания. Как номадические традиции живут в современном мире? Об этом в программе «Этноспорт». Трус не играет в кокпар. Хорошая подготовка – залог победы. Кокпар как нематериальное наследие. Мир вашему дому! У каждого народа есть свои национальные игры, несущие отпечаток культуры, менталитета, особенностей быта и обычаев. Например, игрой настоящих мужчин у канадцев считается хоккей, у европейцев – футбол, у американцев – бейсбол, а у нас, потомков древних номадов, это кокпар. Древняя, известная со времен зороастризма конная игра кокпар – это своеобразная проверка джигита на силу и выносливость. Кокпар играют зрелые мужчины, сильные духом и телом. Однако понятие «зрелость» не всегда совпадает с возрастом. Если всадник мастерски управляет конем и способен одной рукой поднять с земли тушу козла, то шансы считать себя настоящим мужчиной для него повышаются. Но и этого недостаточно. Главное условие для участия и победы в игре кокпар – бесстрашие игрока. Садишься на лошадь, и ты уже ни о чем не думаешь, как бы у тебя там все оставляешь, ты упал или если что-нибудь сломал, об этом ни капли ты не задумываешься об этом. Не каждый это может сесть на коня и играть в кокпар. 60-70 это только избранные ребята, палуаны, как говорится. Старожилы рассказывают, что когда вместо брезентовых ворот стояли стальные котлы, кокпарщикам в пылу игры приходилось прыгать в котел вместе с тушей козла. Травмы в этом случае были неизбежны, но и это не останавливало игроков. Страх для игрока в кокпар – непозволительная роскошь, потому что он играет в тесные связки со своим конем. И даже мимолетное ощущение страха мгновенно передается лошади. Она начинает теряться и совершает ошибки. Лошадь – очень чувствительное животное. Наши предки воспринимали кокпар и как своеобразный обряд посвящения юноши в охотника. Согласно данным автора книги «Мир кочевья» Бахыта Каирбекова, кокпар – это имитация борьбы за душу, дух неофита, который испытывается темными силами, страхом и темными помыслами. По мнению автора, кокпар не просто спортивная игра, это попытка прикоснуться к богам. А сами кокпарщики – небесные волки, то есть воины Тенгри. Всадник вступает в бой и побеждает в схватке. Если повезет – соперника, если нет, то хотя бы свои страхи и нерешительность. Версий о происхождении кокпара несколько. Вот самая распространенная. Историки говорили, что кокпар это от чего произошло. Раньше вот кокбыра от этого слова произошла. Это быра, это волк. Когда-то она нашествие делала, людям покоя не давала. Варанов, там, лошадей всех истребляли. И потом разозленные люди взяли и начали ее таскать. И от этого произошло и превратилось в национальные игры. Согласно другой версии, выбор туши козла вовсе не случайен. Козел – жертва ритуального приношения Богу, и у тюрков – небу Кок-Тенгри. В мифологии тюркоязычных народов козел выступает в роли представителя Нижнего мира. Именно его звали козлом отпущения и, взвалив на него все свои грехи, отправляли в мир иной, неживой и нелюдской. Существует несколько вариантов кокпара. Безусловно, самый узнаваемый – спортивный. В
спортивном кокпаре играют командами. На поле 8 игроков, по 4 человека от команды. Всего в команде должно быть 12 кокпарщиков. Напряженный ритм игры требует постоянной замены игроков. Протяженность одного тайма 15 минут. И это очень непростые минуты для самих игроков. Современный, скажем, спортивный вариант – это больше спорт. Раньше это было фактически стратегическое планирование сражения. Между двух каких-то точек, вот, одна команда, то есть вот несколько команд, и кто у кого отнимет. Там четко распределялись роли, кто вот на короткие дистанции, кто должен отнять эту тушу, кто ее защищать должен, кто ее должен нести. То есть это целая подготовка к войне. В кокпар играют не только на официальных соревнованиях. Игра может возникнуть стихийно где-то на Джайляо или в каком-то ауле между приятелями. Время игры не регламентировано. Игра продолжается до тех пор, пока они не выиграют все, что там можно выиграть. И вот здесь, кстати, да, все зависит от выносливости как наездника, самого игрока, так и лошади. Кто сильнее, тот и победил. Мы находимся на импровизированном ипподроме в поселке Береке Карасайского района Алматинской области. И здесь играют уже в совсем другой кокпар. Игра не командная. Каждый игрок борется за себя. Кстати, вес туши козла в таком кокпаре может достигать 60 килограммов. Для сравнения, в спортивной игре средний вес туши 35 килограммов. Несмотря на внешнюю простоту, кокпар требует определенных навыков от игрока, которые отрабатываются в ходе длительных тренировок. К слову сказать, одна моя знакомая, не удивляйтесь, девушки тоже могут играть в кокпар. Для того, чтобы научиться ловко поднимать тушу с земли, она тренируется на флягах, наполненных водой. А вот капитан команды Тимур с этой же целью разработал вот такой оригинальный тренажер. И сейчас он нам покажет, как он работает. У меня нет слов. Вы сами все видели. Тимур, как часто вы занимаетесь такими тренировками? Каждый день у нас тренировки. Тренировки занимают около часа, наверное. Один подход у нас продлевается до тех пор, пока мышцы не устанут, не забьются полностью. И этим открываем мы свои мышцы. Сила появляется, ловкость. И вот так вот тренируемся каждый день. Я в буквальном смысле смотрю на Тимура как на какого-то небожителя. Он не то что выше меня, он настолько сильнее меня, что у меня пару даже мурашей идут по коже, когда я смотрю. Вы повторить можете? Попробуй. Так. Нет слов, Тимур. Можно пожать эту сильную могучую руку? Я восхищен. Кокпар – особая игра. Отправить на игровое поле физически неподготовленного человека совершенно недопустимо. Поэтому общефизическая подготовка для игроков обязательна. Для игры в кокпар нужны очень сильные руки. А как же иначе? Попробуйте поднять одной рукой вес в 60 килограмм. У нас в команде 20 человек, и мы регулярно посещаем спортзал 3 раза в неделю. А какой возраст игроков в вашей команде? Ну, у нас игроки от 14 до 40 лет играют. Большая часть местных игроков в кокпар не являются профессионалами в этой игре. Но сама игра у них, что называется, в крови. Кокпар играли их деды, потом отцы, а теперь и они сами. Максимальный вес туши козла 60 килограмм. И этот вес надо на ходу поднять с земли. Я как начинающий кокпарист решил упростить задачу и попробую поднять с земли вот этот вот рюкзак. Так, первый раз не получилось. Вторая попытка.
Ну, конечно, это 5 килограмм, это ничего по сравнению с 60. В кокпаре большое значение имеет выбор тулпара. Конь должен быть не только сильным, но и умным. Знатоки говорят, что такой конь не подпускает лошадь противника к туше козла и становится отличным помощником игроку во время поединка. Даже имея опыт управления конем, я все же не решаюсь принять участие в игре. Не сочтите меня трусом, это просто здравый смысл. Поэтому за игрой я буду наблюдать со стороны. В такой игре нет строгих судей, но есть неписанные правила, которые игроками соблюдаются неукоснительно. К примеру, каждый игрок знает, что нельзя привязывать тушу к седлу и подкладывать ее под себя. Нельзя атаковать соперника в тот момент, когда он поднимает тушу с земли. Кроме того, запрещено прятать обе ноги туши под бедро. Одна нога должна оставаться свободной, чтобы у соперников был шанс вырвать трофей. Пока не доберут, не бросаем. Назад, назад уйдет. Никто не помогает, Обратите внимание, как все происходит. Игрок удерживает тушу козла у себя под бедром и тем самым прижимает ее к лошади, а другой рукой он старается делать все, чтобы его соперник не выхватил эту тушу. Требуется невероятная сила, чтобы удержать и тушу, и самому удержаться в седле. При этом игра проходит на большой скорости, поэтому игроки должны мастерски владеть техникой верховой езды. Внимание, дамы и господа, у нас появился победитель. И я вижу, что это Тимур, с которым мы уже общались до этого. Вот он. Тимур, дай я тебе пожму руку. Что ты сделаешь со своим теперь выигранным трофеем? Как ты им распорядишься? Будем вечером жарить, сидеть. Правильное решение. И все вместе, всей командой будете работать. Я поздравляю. Круто. Я наблюдал со стороны. Мое восхищение просто не знает границ. Конь устал, ему, наверное, отдыхать надо. Да, сидим. Ох. Наши предки жертвенного козла зачастую вручали бездетным семьям со словами напутствия: «Да зазеленеет молодая поросль в вашей семье». Существовало поверье, что мясо козла, к которому прикасалось много сильных мужских рук, способно избавить женщину от бездетности. Ага. В Советском Союзе кокпар запретили, мотивируя это тем, что это очень травмоопасная игра. Насколько это было оправдано? Ну, это такие вопросы, конечно, были, но еще более жесткие еще и игры есть же. Не то, что кокпар, примерно автогонка, мотогонка, и по реке вот катаются на слаломе, с бурных рек спускаются. Ну, кокпар — это традиционная национальная игра, она отыграна. Вместе это лошадь и всадник. Они друг другу всегда, не зря же говорят, лошадь — это крылья джигита. И все же стоит признать, игра в кокпар достаточно травмоопасна. И чтобы снизить вероятность травм, игроки используют специальное снаряжение. Мухиддин, мы видели, как в пылу игры ты упал с лошади и очень за тебя беспокоились. Но видим, ты жив-здоров. И это, наверное, благодаря вот этой вот защите. Колени, я вижу, сапоги специальные, шапка. Расскажи нам про экипировку. Ну, начнем с сапогов. Сапоги, они пятки сохраняют, чтобы пятки не ломались, там, не выходили с мест. И от ударов, когда удары в доде, когда в толпе крутишься, удары, вот эти удары, они защищают там много. Сапоги с каблуком – важный атрибут игры в кокпар. Высокий каблук не позволяет ноге проскользнуть сквозь стремена, что очень часто случается с игроками без специальной обуви. Щитки также, вот коленки они защищают, там много ударов спасает. В общем, хорошо помогает нам в игре. Шапка, вот это называется она бюрок, мы их шьем на заказ. При падении она как каска нам. Самые сильные удары игрок в кокпар получает именно по ногам. Достается и лошади, поэтому и у нее на ногах есть специальные повязки.
Я вот вижу седло какой-то особой формы. Да. Седло это седло ручной сборки. Хуран-Ер называется, Хуран-Ер. Мы его по спецзаказу делаем в городе Чимкенте. Она специально предназначена для кокпара. Вот эти стремена тоже спецзаказ. Именно для кокпара они. Согласно данным известного казахстанского этнографа Ахмета Токтабая, кочевники стали ездить со стременами уже со II века до нашей эры, и это изобретение произвело настоящий переворот в верховой езде. 2 подпруги у нас идут на кокпаре. 2 подпруги, они какую роль играют? Да. Обычно одна подпруга? Да, обычно одна, а именно и в игре кокпаре мы ставим 2. Потому что козел тяжелый, 60 килограмм, 50-70 килограмм козла. Когда ты его держишь, чтобы она седло не уходило, 2 подпруги тянем. Удивительное седло, прямо оно такое эргономичное, как сейчас принято говорить. Седло для кокпар изготавливается с учетом особенностей фигуры игрока. Оно должно быть достаточно глубоким и удобным. Если поднимать тушу козла, сидя на обычном седле, да еще и плохо укрепленном, можно легко потерять равновесие и упасть с лошади. Рассказывая о кокпаре, невозможно обойти вниманием еще одну тему. ЮНЕСКО отклонила заявку Казахстана о включении кокпара в список нематериального наследия, обосновывая это тем, что кокпар демонстрирует жестокое обращение с животным. Кстати, по этой же причине у испанцев отклонили корриду. В Конвенции ЮНЕСКО существует требование: игра не должна оскорблять чувства людей с другими представлениями о гуманизме. Сейчас в казахстанском спортивном кокпаре уже идет поэтапная замена туши козла на муляж. На чемпионате мира по кокпару в 2017 году, который проходил в столице Казахстана Астане, игроки использовали муляж из резины. В соревнованиях принимали участие представители 12 стран. Наши игроки на этом импровизированном ипподроме пока продолжают играть по старинке. Объясняют это тем, что с натуральной тушей играть сподручнее. Муляж выскальзывает из рук, и его сложнее поднять с земли и тем более удержать. Немаловажную роль играет и финансовая сторона вопроса. Натуральная туша козла как минимум в 8 раз дешевле муляжа. Несмотря на суровый характер игры, она по праву считается объединяющей. Эта игра очень популярна среди народов, у которых единое кочевое прошлое. В кокпар играют не только в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Монголии, Азербайджане, России, но и в Венгрии, Китае, Афганистане и даже Аргентине. И этнофестивали – зримое подтверждение обширной географии кочевого мира. А Европа только мадяри есть юрта, мадяри делали кумис, и очень похожи на наши национальные игры. Например, есть кокпар, у нас кобыре. Кобыре это вот на команда играем, это очень похоже на казахский кобыре, среднеазиатский бускаши. Кстати, в Афганистане кокпар носит название бузавиш, в Кыргызстане – улак-тартыш, в Таджикистане – бускаши. Правила в зависимости от места проведения игры также немного разнятся. Но есть и то, что объединяет всех игроков, вне зависимости от национальности и страны проживания. Самое главное, что в древности и что сейчас, людей объединяет общий дух. Такие фестивали, они становятся таким же звеном объединения. То есть, допустим, не понимая венгерского языка, там только Андреш, руководитель у них, говорит по-русски нормально, мы свободно общаемся между собой. То есть мы друг друга понимаем. Главное – это желание понять свои исторические корни. И не для разъединения, вот у нас так было, а у вас так, а наоборот для объединения. Казахи говорят, путы сохраняют коня, конь сохраняет джигита, а джигит сохраняет народ. Глядя на наших джигитов, которые бесстрашно бросаются в самую гущу событий на игровом поле, у меня возникает гордость за моих предков, которые создали столь жесткую, волевую и по-настоящему мужскую игру. Народ, который играет в кокпар, непобедим. Кокпар – это проявление отваги и духа номада, проявление духа победителя. До новых встреч!